Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Вчера вечером, 18 часов по Акмоле, вышел фильм. Фильм называется «За работой много» с Мухтаром Аблязовым. В этой связи я прошу вас, уважаемые сторонники, не только самим посмотреть, но распространять, делиться, ставить лайки. Нам очень важно, чтобы этот фильм посмотрели десятки тысяч наших граждан. Он является сейчас ключевым и основополагающим. Этот фильм поясняет, что режим можно гарантированно поменять за 1 год. Я не могу сказать, как сейчас будут развиваться события. Мы видим, что в стране огромная инфляция, недовольных очень много, забастовки в Западном Казахстане, люди возмущаются по утиль-сборам и первичным сборам при регистрации автомашин. То есть ситуация в стране достаточно непростая. Ну и, конечно же, вы сейчас видите события, которые происходят в Украине. Украинские так называемые БПЛА, они наносят встречные удары по России. Удары идут по нефтеперерабатывающим заводам и по каким-то другим важным объектам. Это приводит к тому, что сейчас центральная часть России, ближе к Москве даже, я бы сказал, ближе к европейской части, будет испытывать проблемы с нефтепродуктами. И если эта массированная контратака украинцев будет успешная, то приведет к тому, что определенный дефицит будет нефтепродуктов не только в России, но и в Казахстане. Вы, наверное, знаете, что хотя власть заявляет, что наши 3 нефтеперерабатывающие обеспечивают в полной мере нефтепродуктами нашу страну, на самом деле мы значительную часть импортируем из России. И все эти проблемы, которые сейчас существуют у России, и они будут новыми, будут нарастать, они, безусловно, придут к нам и отразятся на вашей жизни. Касым-Жомарт Токаев, вы все прекрасно знаете, сливает нашу страну, под Путина ее кладет. И все международные санкции, которые сейчас сыпятся на Россию, в итоге придут и к нам. Придут, и это приведет к ухудшению жизни наших граждан. Все это вкупе, конечно же, должно привести к мощному социальному взрыву, многократно сильнее, чем было в Хантар, и должно привести к падению режима. Но этот процесс неизвестно, сколько будет продолжаться. Наша задача, чтобы это будущее приблизить, чтобы гарантированно мы сменили режим. В этом фильме я привожу сравнение, когда вы имеете земельный участок, и вы хотите знать, в какие сроки будет построен дом, если у вас есть средства. Вы находите профессиональных строителей, которые вам в оговоренные сроки по договору выстраивают этот дом. Здесь то же самое, аналогия должна быть то же самое. Если общество размещает заказ у профессиональных революционеров, которые могут организовывать, и мы все знаем, что недовольных в нашей стране миллионы, и среди этих миллионов есть люди, которые готовы действовать. Если мы, как координационный штаб оппозиции, имея именно штаб за пределами Казахстана, неуязвимый для нашего режима, если мы это все организуем, этот протест, то очевидно, что какие-то конкретные сроки мы свалим этот режим. В этом фильме говорится, что все это мы можем сделать за год. Поэтому, уважаемые друзья, смотрите этот фильм, делитесь, распространяйте. В ближайшие дни выйдет реклама, и я уверен, что мы сумеем распространить этот фильм широко. Это фактически четкий бизнес-план. Это ясные действия со стороны штаба оппозиции, самого гражданского общества, действия которых, совместные действия, приведут к падению режима гарантированно за 1 год. Вы хотите, чтобы вы знали, когда режим падет? Да, я уверен, что вы хотите, но для этого надо действовать. И вот в этом фильме я предлагаю вам не просто действовать,
а получить вознаграждение. Координационный штаб оппозиции собирает 60 миллионов евро, чтобы гарантированно в течение 1 года свалить этот режим. И те люди, которые сделают свои инвестиции в новое будущее нашей страны, должны получить вознаграждение. И те суммы, которые я называю, выглядят фантастическими, но я вам сейчас, что называется, очень просто покажу, что это не фантастика, это не лохотрон, это абсолютная реальность. На 60 миллионов евро, которые мы собираем, мы планируем выплатить премиальные в размере 2 миллиарда евро. 2 миллиарда евро тем, кто будет участвовать в финансировании, инвестировании этого проекта. Что такое 2 миллиарда евро, уважаемые друзья? Как вы знаете, недавно племянник Кайрат Сатыбалды якобы вернул нашей стране 1,5 миллиарда евро. Это заверение самого Токаева. Конечно, мы же не видим этих денег, он возвращает вроде какими-то активами, но все равно. 1,5 миллиарда евро один племянник. И вы знаете, что он отдал только ничтожную его часть. У самого Нурсултана Назарбаева минимум 200 миллиардов долларов. Тимур Кулебаев тоже супермиллиардер. Вот на поверхности гигантские деньги, которые сосредоточены в руках политической верхушки, в том числе и Токаева. Очень скоро Токаев по своему богатству приблизится к богатству Назарбаева. Это не их деньги, уважаемые друзья, это ваши деньги. Каждый день эти люди крадут сотни миллионов долларов у вас, именно у нашей страны и у наших граждан. И поэтому все те, кто будут финансировать этот проект, это коммерческий, по сути дела, проект, они должны получить вознаграждение. То есть вы инвестируете 60 миллионов евро и в течение 1 года получаете 2 миллиарда евро. Ну, опять вы можете сказать фантастически, но посмотрите, если Кайрат Сатыбалды вернул 1,5 миллиарда евро, в национальных резервах у нас свыше 90 миллиардов долларов, то есть это абсолютно все реально. Это ничтожная часть, которая должна быть выплачена тем людям, которые участвуют в этом проекте, меняют нашу страну, финансово поддерживают, рискуют. А вы знаете, что любой риск должен быть оплачен, тем более, когда все лежит на поверхности.